Ассаламу алейкум, Макой. Добрый вечер, уважаемые друзья. В этот раз говорить буду на русском. Я пару дней назад выкладывал в формате видео выкладывал наш аудиоразговор по поводу Малхо Бисултанова, о котором написано, что он подвергается пыткам, издевательствам в омской колонии ИК номер 7. Я связался по этому поводу с Альви Джабраиловым, он пожилой уважаемый человек из Омска, чеченец, и переслал ему эти сообщения, попросил узнать, какая ситуация сейчас, что можно сделать для этого человека, чего там можно добиться. И Альви прямо в разговоре мне сказал, что раньше он находился в ВК номер 7, сейчас он в ВК номер 6, сейчас этих проблем нет. Где-то в разговоре он сказал, что это неправда. В общем, и были недовольные комментарии. Люди решили, что он там кого-то прикрывает, что как-то так, в общем. Были в том числе недовольные комментарии. Я, честно говоря, не вижу, кого Альви мог бы прикрывать. Всегда, когда возникает какая-то проблема в Омске, мы всегда к Альви обращаемся, и он всегда вопросы решает, помогает, беспокоится о людях. И в этот раз, я хотел бы объяснить, то, что он говорил, что это неправда, проблем нет, там все такое. Там ситуация была немножко другая. Дело в том, что это был второй разговор. Первый разговор у нас был где-то недели назад. Я этот аудиоразговор просто не сохранил, к сожалению. Если бы я его сохранил, то, в принципе, тогда, может быть, была бы более понятная ситуация. В первом разговоре, в первый раз, когда я ему звонил за неделю до этого, Альви сказал, да, действительно, он был раньше в другой колонии, ВК номер 7, там были проблемы, и достаточно большие, но он был там закрыт, ничего сделать по этому поводу никак не могли, но затем его перевели в ВК номер 6. Это было во время первого нашего разговора. Просто получилось так, что первый разговор у меня не сохранился, и я вам показал второй разговор. Во время второго разговора Альви, уже не возвращался к старой теме, он же не для эфира это говорил, он это мне говорил. Он говорил, что неправда это означало, что сейчас ситуация другая. И что в ВК номер 6 Малхо Бисултанов находится, и у него там, никто его там не пытает, старых проблем нет, что, слава Аллаху, у него все в порядке. Были также комментарии такие, что там, если его теперь не пытают, а в той тюрьме пытали, то почему мы это оставляем без реагирования, не решаем там ничего. К сожалению, это невероятно трудно доказать. Мы не являемся там специалистами по этим вопросам. И я так понимаю, вот эта закрытая система наказания, система там федеральная, в общем, по исправительным учреждениям, и там очень часто зависит все от человеческого фактора, равно и как в других вопросах. Мы не сможем сейчас вернуться в какое-то время назад и доказать, что там были пытки. Просто мы не сможем. Мы по разным поводам работаем, по разным направлениям работаем, пытаемся решать вопросы, но отдаем себе отчет, что очень часто доказать это очень трудно, почти невозможно. Потому что сами арестанты, которые сидят, они очень часто не пишут эти заявления, скажем так, не говорят. В общем, у них свои законы. Свои законы поведения, в общем, это мне незнакомая тема, я не буду долго разглагольствовать об этом, потому что могу совершить ошибки, и опять люди будут недовольны. В общем, я не знаю, я хотел объяснить, что то, что говорил
Альви Джабраилов. Это был наш второй разговор. И во время первого разговора он мне сказал, что там у них были проблемы, они пытались с этим разбираться, делали все возможное. А сейчас он имел в виду, что он мне в первом разговоре еще сказал, что Малхоби Султанова переведем в другую колонию, что сейчас проблем нет. И во время второго разговора, когда я ему снова переслал и спросил, это старая информация или есть что-то новое, что-то сейчас снова случилось, тогда уже мне Альви отвечал, что уже нет этих проблем, что это неправда, что сейчас есть такие проблемы, что сейчас все уже как бы осталось позади. Вот такой у нас был разговор. Это я говорю, потому что мне стало неудобно и неприятно. Уважаемый человек занимался этим вопросом. Это не его обязанность, у него нет там никакой должности, чтобы он этими вопросами занимался. Но тем не менее он со своими товарищами занимался. Получилось так, что я выложил наш разговор, а достаточно много людей как бы неприятные комментарии оставили. Это первое. Если ни я, ни Альви Джабраилов не знаем чего-то, вот просьба к вам конкретная, вот те, кто говорят, что там не так, что там все плохо. Если ни я, ни Джабраилов, Альви, я, соответственно, могу знать только с его слов. Если у нас неправильная, неверная информация, если вы обладаете какой-то дополнительной информацией по этому поводу, пожалуйста, сообщите. Тогда я уже сообщу и Альви, и другим людям, которые могли бы, может быть, в каком-то плане помочь. Постараемся подключить, сделать все возможное, чтобы права человека в любом случае соблюдались. Вот такая вот ситуация. Если вы знаете что-то вот реальное, тогда, пожалуйста, сообщайте. Здесь прямо в комментариях под этим видео свяжитесь и как бы скажите, оставьте свой номер телефона или свяжитесь с нами по номеру 8 928 002 56 56. Многие этот номер знают. Он находится у моего товарища Апти. Апти мне все передаст. Вот такая вот ситуация. Поэтому, если вы знаете какую-то дополнительную информацию, тогда, пожалуйста, сообщайте. Далее, это был Масер Адикио.